приехали на мызу Кильти, которая находится в 4 километрах от того места, где мы отдыхали, от Синьярова. И что нам пишет по этому поводу Википедия, что этот дворец был сооружен на руинах средневекового вассальского замка 15-16 веков. И нынешние черты имение получило в 1790 году под руководством Бенкендорфа. И в 19 веке дворец принадлежал семейству фон Крузенштерн. Под руководством Адама Йогана фон Крузенштерна была совершена первая русская кругосветная экспедиция, после которой, живя именно в поместье Килти, он составил атлас Южного моря. Ну и как всегда, эту мызу можно арендовать, жить, ночевать, праздновать разные события. Вот. Есть такие указатели, таблички. И здесь вот святой дуб, от которого остался один пень. Какая-то легенда была. Шведский король Карл XII во время Северной войны сбегал от русских войск и закопал какой-то клад около замка Кильти под дуб. Короче, под этим дубом он закопал какой-то клад. И чтобы раскопать этот клад, нужно подкопать под дерево и назвать правильные слова. И тут написано, что, возможно, кто-то уже пел эти слова волшебные, и клада уже здесь нет, а может быть, он до сих пор здесь. И в 2010 году этот дуб сломался. А вот он, огроменный дуб. Да, тихо. Опять же, тут вывески только на английском, на эстонском языке, поэтому пока я перевожу, немножко получается с задержкой. Пока подумаешь. У меня нету опыта переводчика, чтобы прям говорили или читаешь и сразу переводишь. Приходится немножко думать. И здесь вот опять вот такой стенд, немножко грязноватый. Это дом обслуживающего. Вот это вот и есть дом обслуживающего. Как тут встать так, чтобы совпала картинка. Вот так вот где-то, да? Получается, совпадает. И его построили в 19 веке, в первой половине. Короче, камердинеры тут работали, эти, которые комнаты обслуживали, повара. Так, И в конце 18 века, странно, здание построили в 19-м, начале первой половине века, а здесь написано, что в 18 веке, в конце 18 века, что здесь было обслуживающего персонала 27 мужчин, 27 человек, 16 мужчин и 11 женщин. И здесь когда-то была винокök, то что водочная кухня. Винокурня, наверное. Винокурня. Я так предполагаю. Окей. Так, написано, что это мызовая школа. В Эстонии около 70 школ мыз, и Кильцы одна из них. Мызу как школу начали использовать после, как это сказать, после становления Эстонии независимой в 1918 году. И после земельной реформы мызы были отчуждены, и в 1920-х годах в начале отдали около 300 мыз под использование школ. Сейчас здесь находится в правой части этой мызы детский сад, и
остальная часть здесь находится, это основная школа Кильти. Вот тут такой прудик небольшой. Немножечко зарос. Все вытекает. Водяная мельница находилась вот в этом пруду, которая была водяная мельница, которая находилась на другой половине озера Пайс. И сегодня ее больше не видно, только остатки. И считается, что мельница была здесь одним из первых строений. И тут написано, что мельница была уже более чем 400 лет назад здесь построена. И упоминания о ней были в 1586 году. И я так понимаю, что вот тут в серединке ее остатки. Все, что осталось от этой мельницы. И в этом парке растут тисовые деревья, сибирские пихты, сахалинская гречиха и водятся виноградные улитки. И через парк и его окрестности проходит 2-километровая природоведческая тропа. На ней расположено 20 пунктов наблюдения, снабженных ламинированными информационными картами. Вот эти вот карты, я так понимаю, я сейчас и прохожу. Такая река бежит опять, мостик небольшой. Вот водопадики. Информационный такой стендик. А, вот он, счастливый источник. Так. Так, здесь было как раз вот написано Крузенштерн. С этой мызой он был связан последние 30 лет своей жизни. И здесь находится парк Ивана Допуда. Среди старых деревьев находится, между старых деревьев находится вот этот счастливый источник, который выкопал сам адмирал Крузенштерн. И на восточной стороне находится маленький островок. Я так понимаю, что вот этот вот. Вырыли в напоминание о том, что нашли в океане Нукухива какой-то остров. Красивая мыза. Пойдем прочитаем, что там у нас написано. Я вижу тут вот всякие перестройки сделанные. Там, где обравление, явно было какое-то окно. Поставили только вот это маленькое узенькое окошко. Непонятная дверь в середине стены. И вот эти вот двери очень низкие. Явно было много сделано переделок. Вот так вот. Посмотрим, что здесь написано. Но дверь очень маленькая, стоит на бордюре на таком. Это какая-то кладовка. Какая-то лукамбр. Костяная кладовка. Открыли ее в конце 18 века, когда владелец того времени Герман Йохан Беккендорф проводил здесь раскопки. Ой, нифига себе. Все возможные размеры не подходили, и работникам приказали с южной, западной стороны сделать отверстие в стене размером в 1,5 метра
толщиной 1,5 метра. И самым сюрпризом и страхом было то, что здесь нашли женские и детские кости. И тут предполагается, что они сюда попали 200 лет раньше, во время Ливонской войны в 1558-1583 году. И что предполагается, что женщины и дети во время битвы сюда спрятались в эту кладовку, а городище разграбили и сожгли. Вот так вот. Мы припарковались вот там вот. Хотя парковка чуть-чуть еще можно было проехать и встать на парковку, но сама мыза вот такая вот. И погулять в Коле Мая, получается, что это мыза как школа, прогуляться по школе, посмотреть, как она выглядит, стоит 4 евро сейчас. Я возьму своих, и мы это сделаем. У них на сайте было написано так, что только с предварительной регистрацией можно гулять. Но мы сейчас вот спросили, что типа можно погулять без регистрации. Видите, карты есть. Тут вот мы живем. Тут Ивангород. И смотри, как река идет. Видишь, тут нет вот этого водохранилища, она просто прямо идет. Нет. И посмотри, вот опять же, из Пярну можно добраться до Чудского озера. Без проблем. Без проблем на лодке можно. А Чудское озеро? Это Чудское озеро, да. Где Видишь, мы он были? назывался Бейбас Лакус. Когда Так же, мы- как Пейпус была. Да, а Где мы мы были? тут живем, видишь, наш замок. А это другие? Ну, это А другие, где да. папа Нина? Ну, баба Нина где-то вот здесь вот живет. А вот тут, смотри, из Риги можно было тоже вон как далеко уплыть. Это среди огорода. Это что у нас за карта? Финляндия. Это такая же карта, но здесь уже так не проплывешь. Хотя нет. Подожди, вот она. А, да, немножко по-другому сделали. Здесь уже нету такого прямого выхода. Но все равно попадаешь в Фелин, вот этот Виленди, понимаешь? И из Виленди вот здесь вот можно тоже было проплыть и попасть вот так вот. Везде замки были. Кольк. Да, вот Тарту замок. Здесь вот еще, смотри, какой-то замок даже был. Про этот я не знаю. Вот, да. И, короче, в Чудское. И смотри, здесь вот какой-то был на краю Чудского. Да, какие-то капории. Почему Купорье? Коропе. А, коропе. Я думаю, капория. Главный вопрос, где Питер? Да, где вы были? Петербург. Не знаю, вот вижу Новгород где-то вот здесь вот должен быть, по идее. ну, Но тут какой-то Нотбург. Ну смотри, какого размера Новгород, вот эти дела. И Питер. Где? Нету Питера. Но это карта какого года? Питер, наверное, еще не открыли. Не знаю. Но он должен быть вот Ладога. Да. Уже Ладога. Ну, вот. Ну, где-то вот здесь вот он должен То же быть. самое можно про это сказать. Тут Нарва, вот Ладога и Питер где-то вот. Да. Интересно. Веселый вариант. Сейчас пойдем. Здесь тут тоже Папа, не читай. самые старые карты. Ой, не читай. Подожди, видишь, это такие раньше карты были, видишь, на камне, просто карта на камне. Рядом. Подо мной приземлили. Вот Что она. это такое? Ну, там подвал какой-то. Да. Еще, в общем, перепилить нам стоило 8 евро. Нам еще дали вот такую вот брошюрку бесплатную. Потом мы ее полистаем. Ого, глобусы какие. Нифига себе. Ты хотел такие дома? Угу. Что так сильно крутить? Офигенско. Тут написано ASTV, если мы маем. То есть судно с эстонским флагом обошло земной шар. А, вот это синее. Ну это шок. Ну это явно Африка. Угу. Вот обогнула Африку. Сейчас пойдем посмотрим. Австралия. Я не знаю, что это за красный маршрут. Ой, Надо посмотри посмотреть. сад.
Ага. Сейчас посмотрим. Смотри, Вот, пожалуйста, тебе тут Угу. Вижу, да. 2 Америки. так. Да, я вижу тут раздевалку. А здесь вот смотри, что здесь написано. Австралию открыли в 1606 году. Усмерима, это как там, Новую Зеландию открыли в 1642 году. Парерские, Папуа Новую Гвинею открыли в 16 веке. Это тут такие. Смотри, как его звали, такое имя, как-то ты его часто не Да. встретишь. Адам Йохан Розенштейн. Розенштейн. Он последние 30 лет жил в этой мызе. Так, вот это вот получается человек и пароход. Человек и пароход. Как говорил Печкин. Вопросы? Рязанов, что там такой? Сурсадик, посол Рязанов, его Ну тут вопрос типа, Камба Дусугет Ломин Япония. Ну, Создание экономических отношений с с Японией. Японией. Верно. Поездкой была Одной из целей ее большого было посла да, Рязанова и его товарища Каскон, ну этой группы его, короче, в Японию. И 20 лет действовало соглашение, что только один русский корабль может в в течение года ходить, на Нагасаки, на пристань Нагасаки. да, который был в то время это был единственный единственным порт, который открытым для иностранцев. И как бы условиям внешней торговли это не удовлетворяло. Это путешествие вокруг Земли, которое сделал Розенштейн. Какой-то полуостров Хорн или мыс Хорн, Ты посмотри, Санта-Катрин. с Кронштадта, цифра 1. Вот. Кронштадт. Он приехал из Кронштадта, а где цифра 2? 2 вижу. Копенгаген. Потом у него были... Багнолета 2, 3, 9. У него 3 маршрута, что ли, было разных? Да, сейчас посмотрим эти карты. Люди Макао. Вот смотри, а тут написано пресловутая Тартария. Да ты что? Одежда и Нева. Вот так вот, опа, и задвигается. Опа, и раскрывается. Прикольно. Так. И в России первые корабли, которые сделали кругосветку, было 2 корабля. Их сделали для того, чтобы в случае беды один корабль смог прийти на помощь другому. И парадокс был в том, что в России у самой не было кораблей, чтобы сделать такую большую экспедицию. Короче, решили прервать рейс. Короче, пришлось сделать так, чтобы, из-за границы взять себе корабли. Довольно заказали. В Англии заказали, да. И получили они имена Надежда и Нева. Ну спускайся. Спускайся, Кельдер. Это, наверное, не знаю, 1,5 метра. Это не то место, куда эти кости прятали. Куда тут? Тут ничего. Ну это просто ничего. как кладовка, видишь, даже этот есть какой-то Да. Тут и можно потеряться. датчик типа угла. Это просто как склад в данный момент. Если бы дальше было, не знаю. Такое окошко небольшое. Тут такой. Тут про семью. Ой, Ага.
Ой, Это, я так понял, что это типа спортзала, что ли? Ну, не знаю, может быть. Ну, тут как-то холодно или спортзал. Тут семья Крузенштерна, его родовое гнездо. Родословная, как всегда, передавалась по мужской линии. Если это не спортзал, то зачем здесь вот это? И маты. Думаешь, тут спортзал? Да. Фига себе. Ну, тут как-то холодно для спортзала, Ты если честно. занимаешься, тебе как-то тепло сразу станет. Пошли ты в подвал номер 2. это еще один. Еще один подвал. Ну, пошли посмотрим. Ну, залезать тут явно на карачках, как обычно. Явно для людей с нашим ростом. Давай заходи, тут подвал так подвал. Да ты чё? Да, вот тут вон, катакомб. Иди сюда. Давай начнем сначала. Ого, нифига себе. Катакомбище. Ой, что видите? Посмотрим, что тут. Не бойся. Видишь, сколько Смотри. метров под землей еще было здание. Тут камни так камни. А тут Да. еще подсветка была, но она Ага. еще не работает. Пойдем. Кирилл, успокойся. Ну, тут не страшно. Если что, папу съедят первым. Вы успеете убежать. Вот что на том конце туннеля. Там дальше переход. Переход. Нифига себе. Не хочу. Такое окошко, дырочка. И страшно. И страшно. Ничего страшного, папа сейчас залезет. Мини-окошко. Там даже ступеньки есть, что ли? Да, не бойтесь. Там еще есть вход куда-то? Иди сюда. Нет, здесь камера, и здесь как раз то место, где у тебя пол ушел. Ой, господи. Мне бы пролезть в эту Вот дыру. смотри. А. Это то место, где ты стояла, и где А. у тебя это бум-бум сделала, видишь? А, да, вижу. Так прикинь, какой тут подвал под всем домом. Ага. Это, Ну, пойдем дальше в подвал. тут типа мини-ступенек даже сделаны. Да. Но, блин, рост, конечно. Только там Опять для камера. лилипутов, короче, строение. Или камера. Строение капитальное. Тут пол каменка выложен. А, Такие вот. ай, Внизу он огромные камни даже есть. какого? А я видел камеру. А-то что? Настоящую. Давай посмотрим, что там. А Заходи. там идти. Что тут интересного? Вот. Туда. А там вон. Ага. Тут типа бойницы, что ли, были, откуда можно было стрелять? Ага, в подвале. Подумай, вот подумай, в подвале с кем? Ну, я не знаю, ну смотри, тут такие вот, как, я не знаю, чисто оружие ставить и стрелять куда-то. Вот особенно вот здесь вот посмотри. Ой, пойдем. Вот, посмотри, видишь, там такая маленькая окошко. Я не знаю, не соображаю в этом. Пойдем выше. Нет, мы еще сюда не ходим. Мы еще в другую часть подвала не ходили. Вот там дверь. Ну, потом до двери дойдем, да? Сначала все проверим. В общем, где-то здесь было найдено очень много костей женских и детских. А это что за жертвенник? Не знаю, свекла лопнула, судя по цвету. А это остатки кочанов капусты. Да, да. Кирилл, прыгай. Пиши на телефон, потом смонтируешь. Лучше, чем совсем ничего. Угу. В общем, такие подвалы. Или ничего. А, Бомбы. катакомба, катакомба. Я думаю, потому что тут холодно, я потом. Уходим. Просто энергетик. Да, да. А, что там? А вы куда? А, туда идти надо. И обратно. В общем, аж камера села. Пришлось сходить за подзарядкой. На каком моменте она сделана, тоже неизвестно. Ну да. Мне кажется, что дверь сюда вела. А, ну может быть вела сюда, да. Вот эта дверь, Ага. подземелье. А еще какая-то лазалка. Так вот, Да, интересный подвальчик такой. подвальчик. Ага. Сам подходит. Вот. Фундамент сделан вот из такого известняка. Получается, и весь этот подвальчик. Там неинтересно. Там неинтересно. Ну, мы сейчас пойдем на второй этаж. Вот такой. А что, карта сделана в виде руло?
Смотри. А, подожди, вон. Это наверх. Это выпускаешь, и карта получается. Да. Такая, такая. Прикольно. Английский комод. Правильные эти вещи. Он тут еще весь Телевизор. отбит. Отбит. Да. Ага. Ну, смотри, все дела. Бокал. Такие клёвые. Это класс какой-то явно. Давай проверим. Тут явно что-то висело. Какая-то картина или чего-то вырезано. Просто вырезано из... Какой-то фигурши висел. Теперь еще и коллекция. Да. И вот здесь тоже над входом. Это вот такой класс в школе. Ну, посиди. Внешне похоже, но я не уверена. Навряд ли. Смотри, здесь пол более высокоразвитой цивилизации. Да. Смотри на пол. Да, тут паркет деревянный. Двери явно. И тут паркет. Ой, нифига себе, какая картина прикольная, смотри. Да, а вот здесь вот наша цивилизация, пол, смотри. Да, цивилизация наши дни. Просто дерево. А смотри, здесь осталась эта фреска, которая, походу, старая еще, настенная. На стенах нарисована. Потому что, ты смотри, это все нарисовано на стенах. И вот это вот тоже наша цивилизация, сразу видно на пол. Да. Вот это тут сравни. Ну, Чувствуется? теперь, да, не заморачиваются, просто то кладут. А тут Вот вот. это вот делали специалисты, а вот только строители, да. Причем, смотри, треугольнички, такие Да. всякие фигуры, квадратики, Такие еще вот ромбики. темнота же тоже подгоняется. Смотри, тут такой интересный Гульденштерн. Я, наверное, думаю, что я бы так нарисовал. Мое дело. Ну да. Видишь, как кто так? Ну, Ага, тут тоже настенная еще осталась рисунок. Люстра. Вот как Рузенштерна, такая балконная часть. Корабль. Здесь, А твоя фамилия Гульденштерн? смотри, сделано так в пол окно. Чтобы свет сюда. Вот смотри. Здесь вот эти вот остатки былой цивилизации явно. окно. Смотри, вот это вот вещица тоже Ага. откуда-то. Надо типа прялка или что-то такое тоже было, такое такие окно? веретено гнать Что какое-нибудь. такое окно? Ну, просто окно сделано в полу как-то. Идем еще выше. Две двери. Смотри, тут карта опять. Ага. Причем на русском языке. Генеральная карта, смотри, Какого всего года? света. 1813 Ага. написано Европа. Сейчас я включу немножко света. Вот тут есть уже Петербург. Нарва почему-то находится с другой стороны. А, это рейс Надежды через кругосвет было. Это линии. Пошли. Так вот, он стартовал в этом в Кронштадте, Да. из Кронштадта. Да, потом через Норвегию Вот какого-то. Кронштадт здесь. Да, что? Вот отсюда обогнул Значит, Эстонию, там Литва, Латвия Ага, и Норвегия. пошел. А почему здесь два маршрута? Он что, как, два корабля так шли или что, я не понимаю? Ну, он, Потому что один наверное, пошел вот так, а другой так. не знаю. Не спрашивай. Один пошел с одной стороны Великобритании, другой с другой стороны. Открываем дверь. Закрыто. Открываем дверь. Открыто. Ого, нифига себе. Куда мы попали? Кирилл, смотри, прям под крышу. Да, я вижу, что тут сейф стоит. Мы прям попали под крышу этого Кого? здания. Тут какие-то, смотри, тарелочки. Это явно для крыс, наверное. Подожди, если там красненькая, тогда да. Да, красненькая. Вот такая. Поднимаемся. Ага, да, какая труба. Так вот, это каменная труба такая. Какая крыша? Да там
Яд лежит для крысы. Чё? Яд для крысы лежит. Тут красный слово. Да. И вот мы тут находимся в этой круглой башенке. Смотри, здесь Не в круглой. артефакты Рядом. есть. Да, какие? Двери той эпохи, наверное. Спаси сынок. Я думаю, что это скорее всего. Спаси сынок. Ну да, старенькие. Спаси сынок. Угу. Эти двери могут помнить руку Кульценштерна. Смотри, какие трубы. Это уже современные, да, я так понимаю? Да. А вот Отопление. это стропильная система. Вот это явно старая, вот эту вот балку заменили. Ага. Вот это явно старая. С капулями опять еще. Это тоже явно тех времен, изразцы тети. Кто-то у тети Сиси отбил. Тут всякие дипломы, оставшиеся с тех самых времен. Фотки маленькие. Да, сейчас иду. Спуск был. Угу. Пусть. Это просто какой-то кельдер-подвал. Сейчас мы, наверное, в него тоже залезем. Сейчас посмотрим, что тут написано. Это я кельдер. Мы уже где-то такой смотрели. Помните, Да, недавно мы видели? да. То есть это получается ледяной подвал. Короче, да, Айсхаус. хорошее место для сохранения еды. Раньше их копали рядом, вблизи с водоемами, прудами, Ну, чтобы туда лед закидывать. да, чтобы лед закидывать. И зимой собранный лед хранил температуру. Как холодильник. Вот и все. Зимой собранный лед хранил температуру даже летом в пределах нуля. Ну, я говорю, это холодильник. Типа тех времен. Да, он занимал несколько комнат, короче. А прошлогодний весь. Угу. Ну, там, в общем-то, вот так вот. Несколько комнат. Такой вот подвальчик, заходишь. Тут уже немножечко все подзаросло. И вот так вот там вот выглядит. Да? И листья. И листья остались только, да? Все, пойдем. В общем, интересная мыза. Стоит сюда приехать, посмотреть. Интересно. Нет. Да. Мы погуляли около мызы Кильти. Такая вот она так выглядит. Сейчас мы поедем на Эмумяйторн. Надеюсь, она открытая. До нее ехать 24 километра. В общем, мы стартуем.